Добрый день всем! Всем привет! Всем привет! Мы сейчас поедем в больницу за справками. У нас карантин закончился. Ура! Мы все живы-здоровы, того и желаем вам. Сегодня солнечно. Солнце в глаза светит. Солнце глаза светит. Угу. Надо одевать черные очки. Угу. Мне тоже солнце в глаза светит. Тебе тоже надо очки. Угу. Но сейчас после больницы надо пройтись быстренько по магазинам. После карантина мы как собаки, которые сорвались с цепи. Поехали. Снега вообще мало. Дороги сухие. Так хорошо греет сегодня. Солнышко печет прямо. А ведь столько снега было. Все растаяло. Надо мне колеса поменять. Я все еще на зимнем ездил. Надо будет в сервис поехать. Там мне заменят. Машину я оставлю вот здесь. Вон наша больница. Все у нас рядом. Это наша больница. Наша детская поликлиника. Вон там взрослая поликлиника. Белая. Здесь прием-покой, скорая на первом этаже. На втором этаже раньше был роддом, сейчас в город отправляют. Рыжениц. Почему-то роддом закрыли. Здесь экстренно только могут принять. А на третьем этаже у нас хирургия. Это у нас новая больница. А здесь на первом этаже лаборатория. На втором этаже бухгалтерия, канцелярия. На третьем этаже тоже сидят врачи. У нашей больницы своя котельная. Вон. Это очень удобно. Когда прохладно, особенно бывает осенью, чтобы больные не замерзли, начинает работать котельная. Мои мальчики уже стоят, ждут. Здесь у нас дневной стационар. У нас каждый месяц вот так приезжает маммография. Кабинет цифровой маммографический. Современная диагностика заболевания молочных желез. Люди проходят медосмотр. Очень удобно. Приезжают из деревень. И местные. Хирургический корпус. Там прием-покой. Скорая. Здесь летом очень будет красиво. Везде будут цветы. Разных цветов. Посмотрите, хотя живем в селе, у нас тут везде красиво. Очень даже. Вот эта вся клумба будет засажена цветами. Угу. Вон там лаборатория, Красиво. флюорография, рентген. А можно я потом там поздороваюсь с ребятами? Угу. Идите. Сейчас, что ли? Вроде, ага, я подожду. Вроде недавно посадили
Вот эти елки уже выросли. Вон там за забором школа Кирилла. Там, видимо, перемена. Кирилл пошел поздороваться с ними. Очень соскучились они по своим друзьям. Вот здесь поликлиника наша. Тут и регистратура, и все врачи. Я сейчас зайду, получу справку. Все, взяли справки. Я тоже себе взяла справку, что нам карантин открыли. Потому что я известный человек. Все знают, что я на карантине, что я болею. Чтобы недоразумений не было, я могу показать свою справку. Для этого нам дают. Это очень хорошо, кстати. На улице чистота, порядок. Везде все чисто, блестит. Ни окурки, ничего не валяется. Скоро начнутся субботники. Будет еще чище. Очень приятно, когда на улице тоже поддерживают чистоту. Есть, конечно, люди, которые курят, выбрасывают свои окурки, фантики, кушают мороженое. Это очень неприятно. Не только надо убираться, надо еще поддерживать чистоту. Приехали мы на рынок. Посмотрим, купим, что нам надо. Сейчас мы заедем сюда. А нет, вон туда. Вон курицы, птички. Куриц продают. Несушек. Так, белые 5 месяцев 310. Красные 5 месяцев тоже 310. Молотка. Еще пока бройлеров не продаешь, да? Есть, но маленькие еще, 10-дневные. Вам большие еще рановато. Тоже скоро надо будет взять. Зашли в Магнит. Очень много денег тратили. Пока лежали на карантине, внукам очень-очень много всего захотелось. Да пусть кушают на здоровье. Зашли в опеку. Показала я своих мальчиков. Пригласили меня сегодня на семинар к 10 часам. Администрацию, пока у меня карантин был закрытый до обеда, я не смогла. А сейчас карантин открыли. Ничего страшного. В следующий раз пойду. Конечно, интересно знать, о чем там рассказывают на этом семинаре. Семинар был для опекунов. Все везде высохло. Уже пыльно.
говорят, на следующей неделе похолодает. Это наша улица. Скоро сделаем на улице субботник, когда земля совсем высохнет. Вот и наш дом. Взяла справку. Дети у меня с 15 числа, то есть завтра, пойдут в школу. Диагноз, что они были в контакте с ковидом. И взяла я творог вот такой интересный, классический. Увидели дети редиску, захотели. Зубная паста у нас закончилась, шпрот. Кирилл хочет делать салат. Вы помните, кто меня смотрит постоянно. Кукуруза, грудки копченые и морковща. Яблоки, капусту, бананы, лимон. Когда мы в магазине бываем, вот такой молочный продукт берут они. Десерт какой-то со взбитыми сливками. Еще берут вот это что-то вот такое низкое содержание жира. Тоже как йогурт, по-моему. Не знаю. Иван-чай взяла я, краснодарский вечер. Тут все колбаски. Дети пиццу спрашивают. Сырокопченую мы так любим. Хлеб, кетчуп, горчицу я ем. Ну и, конечно, я взяла вот такое вино. Кинза Мараули. Вкусное вино. Я водку не пью. Вины тоже употребляю по праздникам. Там день рождения или когда гости. Но что попало, не пью. Пью только хорошие вины. Грузинское вино. Только не думайте, что реклама. Тут сахар 18,45. Я думаю, от этого ничего не будет. Спирт 11 градусов. Я люблю красное вино. Есть и белое. Стоит 500 чем-то. В эту субботу дети придут в баню. Брат с женой, может, приедут. Вот я и приготовила вино. День рождения я не смогла отметить. Отметим вместе узкий круг за круглым столом. Вот и все. Наши покупки. Да, еще я взяла вот такой штатив. Увеличивается. Вроде крепкий, а тут у меня вот этот штатив сломался. Этот штатив был 750, а этот 1150. Мне кажется, покрепче немножко. Здесь можно поднять и удобное положение ставить. Сейчас огородик начну снимать. Мне надо будет. Слава богу, что сняли карантин, и мы завтра идем в школу. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго. Не болейте.